Здравствуйте! В эфире итоговая программа «Якутия. День за днем». Все самые важные события недели в этом выпуске. В Якутск с рабочим визитом прибыл министр образования и науки России Андрей Фурсенко. Программа пребывания главы ведомства насыщена. Глава принял участие в пленарном заседании августовского совещания работников образования республики, тема которого – образование для инновационного развития общества. С подробностями Татьяна Каракулова. Августовский педсовет является одним из самых ответственных совещаний для педагогов. Собравшись вместе, они ставят перед собой задачи на предстоящий учебный год. Как подчеркнул Андрей Фурсенко, наша республика единственная на Дальнем Востоке, которая взяла на себя реализацию очень важной части национального проекта образования – комплексная модернизация системы образования в регионе. Кроме того, Якутия – лидер среди регионов по реализации полученных федеральных субсидий. Освоение средств сегодня составляет 61%. Как первые результаты сегодня можно сказать, что эти деньги нам помогли лучше, чем в прошлом году, подготовить наши образовательные учреждения к началу учебного года, поскольку по сравнению с предыдущим годом, 2006 годом, у нас увеличение составляет за счет средств комплексного проекта модернизации образования на 20% больше на текущие и капитальные ремонты. По итогам 2 лет 68 якутских школ стали победителями конкурсов, проходивших в рамках нацпроекта образования. Среди них Андрюшинская средняя национальная школа, которая выиграла грант в размере 1 миллиона рублей. Благодаря этому здесь значительно улучшилась материальная база школы. Управление образования, возглавляемое Прокопьевой Натальей Ивановной, и ряд директоров вступили в этом году в партию «Единая Россия» и принимают активное участие в реализации национальных проектов. В своем выступлении министр Андрей Фурсенко отметил всю необходимость изменений в системе образования. Ведь Министерство образования является министерством будущего. Слово «реформа» не должна пугать и настораживать. Образование, по мнению федерального министра, должно быть практичным. От каждого педагога, а не только от размера бюджета, зависит качество, эффективность и доступность образования. Консолидированный бюджет образования ежегодно растет на 25-30%. Быстрее, чем что бы то ни было. В прошлом году впервые консолидированный бюджет образования перевалил за триллион. Ни одно направление, ни одна отрасль, ни здравоохранение, ни оборона, ни правоохранительные не имеют такого бюджета. Этот бюджет растет и будет продолжать расти. Сразу после пленарного заседания Андрей Фурсенко побывал в Якутском госуниверситете. Здесь его ознакомили с работой факультетов. Главный вопрос, который интересовал министра, насколько востребованы кадры. Также Андрей Фурсенко посетил новое здание инженерно-технического института. От увиденного федеральный министр остался довольным. Татьяна Каракулова, Николай Необутов. Новости республиканского телевидения. В тот же день министр Фурсенко провел телемост с регионами, реализующими комплексные проекты модернизации системы образования. На протяжении 2 часов на связь с федеральным министром выходили Калининградская, Новгородская, Псковская, Новосибирская, Свердловская области, Красноярский край, Республика Бурятия, а также город Москва и Московская область. В телеконференции принимали участие главы регионов, руководители органов управления образованием субъектов Российской Федерации, представители педагогического сообщества, общественность и журналисты. От нашей республики в видеоконференции приняли участие вице-президент Евгения Михайлова и министр образования Феодосия Габышева. Я хотел бы просить всех выступающих обращать внимание, во-первых, какие реальные конкретные результаты уже достигнуты. Это касается не только использования, вложения полученных средств, но и, может быть, какие-то уже технические вопросы решены. Каким-то образом это повлияло, как сказала Феодосия Васильевна, на запуск нового учебного года, заведения школ. И кроме этого, конечно, о том, какие есть проблемы, какие есть трудности. В ходе телемоста обсуждались первые итоги реализации комплексного проекта модернизации системы образования в регионах, опыт участия институтов гражданского общества в развитии образования, переход на нормативное подушевое финансирование общеобразовательных учреждений, а также развитие региональной системы оценки качества образования и другие актуальные вопросы. А сегодня министр работает в арктическом Оленёкском Улусе, где знакомится с работой кочевых и малокомплектных школ, в которых обучаются дети коренных малочисленных народов Севера.
Андрей Фурсенко посетит Оленёкский-Венкийский национальный район, объект капитального строительства школа на 275 мест. А в селе Оленёк встретится с учащимися кочевой школы. Еще один федеральный министр прибыл в Якутию. Глава Министерства регионального развития России Владимир Яковлев прилетел в Нерюнгри, чтобы принять участие в праздничных мероприятиях, посвященных двум юбилейным датам. Это 60-летие празднования Всероссийского дня шахтера и 55-летие освоения угольных месторождений. Главным событием на празднике стало открытие уникального крытого стадиона на 3000 мест, которое произошло накануне. И вчера же делегация провела ряд встреч с общественностью. Из Нерюнгри репортаж Алексея Соколова. По традиции мероприятия ко Дню шахтера начинается с митинга у стелы, погибшим при освоении Южно-Якутского угольного комплекса. Минута молчания, воспоминания о геологах и горняках, тех, кто дал толчок Югу Республики, и прогулка по аллее к мемориалу. Мы отдаем дань уважения тем людям, которые начали освоение этих богатых земель нашей страны. Сегодня мы отмечаем их труд, который был ознаменован теми успехами, которые мы сегодня вместе с вами осваиваем. Я хочу сказать, что вы, нерюнгринцы, имеете таких великих людей, первооткрывателей нашей угольно-добывающей промышленности, как Каримова, допустим. Она, наверное, здесь присутствует. Мы все ее знаем, гордимся. Здесь находится один из тоже уважаемых людей. Вот Чаускый вот здесь стоит. Мы знаем, что Петровым вся Якутия гордится. Поэтому у нас есть много людей знаменитых, великих. И мы гордимся такими людьми. И мы будем идти вперед и вперед. Спасибо. Затем делегация посетила разрез Нерюнгринский. Здесь федеральный министр воочию убедился в мощи угольного пласта. Именно этот разрез сегодня дает львиную долю черного золота. Кто-то когда-то совсем даже недавно думал, что уголь уже не перспективно. Многие шахты были закрыты в центральной части. А теперь видим, что без уголька-то жизнь, может быть, экономически осложнится. Удержав в свое время угольщиков на плаву, сегодня район ставит перед промышленниками все новые планы. Теперь южно-якутский уголь востребован не только в России, но и в странах АТР. Во второй половине дня в самом центре Нерюнгри в Доме культуры прошло торжественное собрание, посвященное юбилейным мероприятиям. Здесь участники обсудили прошлое, будущее и настоящее угольной промышленности Юга Якутии. Самое крупное автотранспортное предприятие России с численностью 2308 человек. Ура шахтерам, даешь уголь стране, Нерюнгринский район – флагман базовой отрасли Юга Якутии. С каждым годом появляются все новые лозунги, да и по-другому никак. Без угля нерюнгринцы будущего района не видят. И забота о новом поколении играет огромную роль, где приоритет отдается спорту. Это уникальное спортивное сооружение высотой с 9-этажный дом. 3000-й стадион был воздвигнут в кратчайшие сроки, всего за 14 месяцев. Строили, что называется, всем миром. Были привлечены специалисты из Омска, Тынды, Кемерово, Новосибирска, Хабаровска и соседних государств. Чтобы успеть к сроку сдачи, в последние дни строители работали круглые сутки. Остались работы по монтажу внутренних инженерных сетей. Сметная стоимость объекта почти 800 миллионов рублей. На открытие эмоций не скрывал никто, ни дети, ни взрослые. Такой подарок городу оценить просто невозможно. Уникальность этого объекта заключается не только в масштабах строительства и оригинальности архитектурного замысла, но также в применении самых современных технологий. Впервые в стране при строительстве стадиона применяется система повторного использования тепла. При экономии электроэнергии до 30% зрители и спортсмены не замерзнут. Да и атмосфера спортивных мероприятий, которые будут принимать стадион, ярким пятном будет оставаться в сердцах нерюнгринцев. Алексей Соколов, Иван Семенов, Сергей